Ежегодно накануне Всемирного дня метрологии, который отмечается сегодня, в Москве проходит международный форум «Точные измерения. Основа качества и безопасности». В этом году на мероприятии обсудили меры по поддержке отечественных приборостроителей, метрологическое обеспечение, новейших технологий и другие вопросы развития в условиях цифровой экономики. Гость нашей студии Дмитрий Наговицын, директор Федерального бюджетного учреждения Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Якутии. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли, что эталон килограмм приобретет новую форму? Да, правда. Сегодня Всемирный день метрологии, и с сегодняшнего дня метрическая система СИ перешла на новый вид. То есть все эталоны, которые присутствуют в мире, последние из них килограмм, обрели новую форму. Что это значит? То есть старый добрый килограмм, который был изготовлен в 1889 году, сейчас имеет вид формулы, основанной на постоянная планка. То есть разработаны новые весы, это токовые весы, кибла называется. Это сверхточные весы, где предусмотрен принцип не тех весов, как обычно мы принято уже во всем мире, то есть плечевые. Там нить идет через колесо, где с одной стороны расположен килограмм, который уже принят, он встроен в систему индукционной катушки. С другой стороны, приводится в движение весы в колебательном виде, в счет чего достигается баланс между электромагнитной силой и механической силой. Это позволило сохранить и увековечить эталон в том неизменном виде, в котором он был принят. Хотя килограмм вот этот, он платинум-иридиевый, он за 100 с лишним лет поменял свою массу, то есть он усох немножко. Произошло испарение от тела на 50 микрограммов за 100 лет. То есть для более таких высокотехнологичных производств, для науки, для приборостроения в космосе, допустим, это очень большие значения, поэтому то, что сейчас было сделано, и все вот эти эталоны были сохранены, они позволяют науке и технике продвинуться опять, как прорывной. То есть когда были приняты вот эти все метрические системы, эталоны, мир испытал на себе технический прогресс с конца XIX века. Дмитрий Дмитриевич, по вашему мнению, насколько сейчас вопрос, пожалуй, единой системы измерений, он актуален вообще? Сами знаете, да, что в одной стране измеряют в одном, в другой в другом. Насколько вообще в целом это актуальный вопрос? В целом... Для России, по крайней мере, насколько это актуально это? Метрическая система, в которой Россия все-таки находится, это самая актуальная и самая надежная система. То есть все системы все равно отталкиваются в какой-то мере от системы СИ. То есть, как ни крути, все равно все приходят к системе СИ. Вся наука и весь прогресс основан именно на системе СИ. А какие новые, новейшие технологии предлагают наши приборостроители вообще? Примеры какие-то, может, приведете? Могу сказать, в связи с санкциями наши приборостроители очень хорошо начали развиваться в части импортозамещения. Очень много высокоточных, хороших приборов. Это видно. Я сейчас был на выставке, которая проходила в Москве. Там были собраны и со всего мира тоже люди были. Там были представлены приборостроители, которые показывали свою технику, свою аппаратуру. Уровень уже впечатляет. А как связаны метрология и цифровая экономика? Цифровая экономика. В экономике вообще, это как хозяйственная деятельность, да? То есть это здравоохранение, все сферы, торговля. Там везде идут измерения. Будь то это в торговле, сколько ты товара продал, сколько нефти через трубу. Кто считает, там же не ведрами черпают. В здравоохранении, лаборатории, когда кровь сдаете, там же определяют, допустим, показатели. Это все делают приборы, которые имеют свойство врать. И наша задача, чтобы эти приборы ежегодно заданным сроком проходили освидетельствование, то есть это называется поверка. А в цифровой экономике сейчас тенденция идет такая, что все, и производители учетной, измерительной техники, они предлагают цифровизацию в виде автоматизированных систем учета, то есть со всех датчиков измерительных, приборов, все это аккумулируется на одном компьютере, допустим, и человек уже может вести правильную такую, скажем, аналитику.
Ну а если говорить о вашем центре, разрабатывает ли он какие-то новые приборы, например, по заказу там республики, бизнеса нашего? Приборы наш центр, ну как разрабатывает? Мы строим эталонные комплексы, по которым мы проводим как раз вот эти измерения. Они всегда очень часто индивидуальные, то есть по эталонной части мы их аттестовываем, этим занимаются институты. И да, конечно, для бизнеса, для всех предприятий, все предприятия республики, даже физлица, все так или иначе сталкиваются с нашей деятельностью. Потому что измерения нас окружают с самого рождения. Ребенок родился, взвесили. А вот Всё, есть ли учёба. какие-то определенные, может быть, сложности, трудности вот в направлениях, вот если вы, например, работаете там с приборами, которые связаны там с такой наукой, как медицина, и, например, с технической составляющей там для ГРЭС, например, может, вот сам подход к работе приборов, он существенно отличается и различается ли он вообще? Ну да, конечно, те приборы, которые непосредственно находятся в работе, то есть, будь то в медицине, будь то в ГРЭС, будь то в энергетике, они являются как бы рабочими средствами измерений. Мы же являемся держателями эталонов, так скажем, вот есть международные эталоны, от которых передается величина государственным эталонам стран-участников. Россия имеет, допустим, свой государственный вторичный эталон от международного. Мы же свои эталоны возим в Москву, в Питер, в научно-исследовательские институты метрологии, чтобы передали величину нам. Мы эту величину передаем уже здесь на рабочие средства измерения. То есть, понимаете, да, чтобы килограмм был и в Африке килограммом, и здесь одинаковое значение должно быть. Это все делается сложными инженерными техническими комплексами, эталонами. Для каждого прибора, насколько мне известно, установлен определенный срок поверки, да? То Да. есть можете об этом что-то рассказать, и можно, в принципе, параллельно затронуть тему бытовых приборов. То есть сейчас у нас в домах стоят водосчетчики, счетчики для газа. Вот нужно ли их тоже проводить Да, конечно. поверку? Вообще средства измерений, которые находятся в торговых операциях, либо в государственных учетных операциях, они обязательно должны проходить поверку. Поверка это, если у вас бытовые, допустим, приборы, весы какие-то бытовые, тонометр, секундомер, часы, это бытовые приборы, которые вы используете для себя. Но если вы вошли в торговлю, либо в государственные учетные операции, вы этот прибор должны освидетельствовать. Каждый прибор при изготовлении, то есть изготовитель, институты проверяют этот прибор, насколько он может долго служить, не изменяя своих метрологических характеристик. От этого зависит срок поверки. Для бытовых счетчиков, допустим, газа, либо воды, для воды холодная вода 4 года, горячая вода 4 года, холодная вода 6 лет. Это как правило, самый распространенный срок. А для промышленных предприятий? Для промышленных, если счетчик воды, то тот же самый срок. А приборов много. Очень распространенный срок, конечно, 1 год. То есть ежегодный свидетельственный прибор. Ну, есть контрольный прибор, который, соответственно, проверяет все это. Ага. Когда и кто проверяет контрольный прибор? И ведь его же тоже нужно отдавать. Мы также берем свой прибор, эталон, везем в институт метрологический, сдаем на поверку тоже, на калибровку. То есть мы сравниваем свой же прибор с более высокой по точности. Опять же, у нас много контролирует организации, там, Росаккредитации. Приезжают, проверяют, насколько компетентны. Мы успешно с этим справляемся ежегодно. А вот вы принесли с собой, можете рассказать прибор для чего это? Это сегодня праздник, я хотел вам преподнести подарок. Вот вам. Вот эта линейка по ГОСТу, то есть это не та линейка пластиковая, которой вы пользуетесь. Они, как правило, всегда ошибаются там на полмиллиметра, на миллиметр, даже на 2 могут. А это ГОСТовская линейка, то есть вот такие линейки подлежат поверке. Так что измеряйте правильно. Спасибо. Спасибо большое. А вот хватает ли вообще специалистов в вашем центре? Каков вообще приток молодежи? Расскажите о кадрах вообще в целом. Наш центр стандартизации метрологии неуклонно растет, то есть мы осваиваем новые виды. Растет промышленность, добывающая промышленность особенно. Вместе с тем растем и мы. Потому что ЦСМ это показатель промышленности. Чем больше приборов в регионе, значит у нас есть промышленность. Сейчас мы мы уже полностью работаем включены в работу по
метрологическому обеспечению на газопроводе «Сила Сибири». То есть это огромный комплекс, Чаяндинское месторождение. Наши люди уже там работают, полностью всю контрольно-измерительную аппаратуру, технику, все уже проверяем, калибруем. А хватает ли специалистов в вашем центре? Ну, мы растем, и постоянно у нас народу все больше и больше. То есть мы привлекаем То есть, в уже... принципе, если так вот Коллектив говорить, то нехватки кадров, в принципе, нету. Как можно Коллектив сказать. растет. Ну, как правило, мы отбираем более-менее свежие головы вчерашних студентов, сами воспитываем, потому что наше направление очень узкоспециализировано. То есть не каждый человек, который всю жизнь работал в какой-то другой сфере, сразу не вникнет. Поэтому там у нас обычно работают молодые люди, которые сразу вникают. С чистого листа мы выращиваем высококлассных профессионалов, инженеров. Ставка на молодежь, в общем-то, да? Да. Вот в России утверждены 2 новых ГОСТа, которые позволяют контролировать объем и вес фасованных товаров. Вообще, для чего расширяют перечень ГОСТов? Ну, вообще, Поясните. перечень ГОСТов вообще расширяют из-за того, что растет промышленность, развивается промышленность. Больше изделий, на каждое изделие нужен стандарт. А насчет фасованных товаров, он вводится в действие с 1 декабря этого года. И там прописываются требования к весу, допустим, или к объему товара. Ну, литр молока, там же, наверное, уже слышали, что не всегда в этом пакете будет ровно литр. Да. Там может быть 900 миллилитров. То есть ГОСТ прописывает требования к упаковке и требования, сколько там, плюс-минус погрешность. Сколько? Да. Ну, писано может столько быть- и должно может быть быть- с погрешностью, которая разрешена законом. Может быть 5 миллилитров, может быть и можно будет промахнуться, но не более. И чтобы подтверждать вот это, то, что твой продукт на самом деле является таким, а не другим, можно будет сертифицироваться у нас в центре, допустим. Это под эгидой национальной системы сертификации по ГОСТу. Дмитрий Дмитриевич, спасибо. А я напомню, гостем сегодняшней программы был директор Федерального бюджетного учреждения Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в республике.